Руководители ведущих средств массовой информации Северной Осетии подписали меморандум о взаимодействии с юго-осетинскими коллегами. Теперь на законодательном уровне оформлено и сотрудничество Осетия ТВ и телеканала ИР. Два медиаресурса уже сегодня начнут оперативно обмениваться информацией, а также смогут организовывать совместные мастер-классы. После подписания документа журналисты встретились с президентом Южной Осетии Леонидом Тебиловым и обсудили ряд политических и социально-экономических вопросов. Напомним, подписание меморандума было приурочено ко Дню национальных СМИ Южной Осетии. Документ станет первым шагом к созданию единого информационного пространства для обеих республик и ляжет в основу дальнейших соглашений и проектов. Представители руководства Северной и Южной Осетии отмечают, подобные соглашения необходимы. Теперь формировать положительный имидж Кавказа республики будут общими усилиями. Это позволит избежать очередного поражения в информационной войне, как это уже случалось в августе 2008 года. Я думаю, что это очень важный шаг на пути интеграции Северной и Южной Осетии, на пути создания единого национального информационного пространства. Мне кажется, что именно на основе вот этот документ будет очень хорошей основой для того, чтобы осуществлять совместные проекты. На водных объектах республики не зафиксировано нарушений правил безопасности. Такой итог подвели сегодня сотрудники МЧС после пресс-тура. Вместе с журналистами спасатели посетили зону отдыха во Владикавказе, Ордоне и на озере Бекан. В ряде водоемов купание запрещено, однако дирекции мест отдыха предпринимаются меры для благоустройства и создания комфортных условий для отдыхающих. Так, к примеру, в Бекан ежегодно выпускают тысячи мальков. Здесь бесплатно рыбачат члены общества охотников и рыболовов республики. А в Ордоне намерены пустить в бассейн катамараны для того, чтобы жители города имели возможность провести тут свой досуг. Купальный сезон перевалил за экватор, однако для работников МЧС это не повод расслабляться. Они призывают жителей республики быть внимательнее и не нарушать правила безопасности на воде. На сегодняшний день у нас 5 водоемов оборудованных для купания, где имеются ведомственные спасатели. Вот это на Китайской площади, его тоже можно относительно отнести к водоему, но там тоже имеется спасатель, то есть с ним это 6. Вот. Один водоем у нас в Беслане, он находится на реконструкции, поэтому он, к сожалению, закрыт. Третий этап Кубка России по дрэг-рейсингу завершился победой команды Северной Осетии. Триумфаторов сегодня поздравил председатель правительства республики Сергей Такоев. В гонках принимали участие автомобили разной мощности, от 500 до 2000 лошадиных сил. В спринтерском заезде на 400 метров наша команда стала лучшей. Также Сергей Такоев провел награждение пары тэквондистов, которые завоевали медали на 5-м чемпионате мира в Москве. Отметим, что в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 37 стран мира. Честь российской сборной защищали наши земляки. В итоге Спартак Газаев стал чемпионом, а Азамат Макеев завоевал серебряную медаль. На очереди чемпионат Европы, откуда спортсмены обещают привезти только золотые медали. У нас подготовка шла в 3 этапа. Это у нас были 3 сбора. Здесь тренировались, подготавливались очень хорошо, подходили к этому. Мы знали, что под нас уже готовится, уже 2-й раз подряд выигрываем чемпионат мира по командам. Во Владикавказе прошли соревнования по уличным видам спорта. Люди, занимающиеся подобными тренировками, называют себя по-разному – воркаутеры, уличные спортсмены, трейсеры. Открытую воркаут-площадку построили год назад. За это время ряды уличных спортсменов значительно пополнились. Однако зимой ребятам по-прежнему негде заниматься, а для трейсеров имеющийся спортивный зал под открытым небом и вовсе не подходит. Ребята надеются, что в ближайшее время паркур и воркаут официально обретут статус вида спорта. И, быть может, тогда на уличных атлетов обратят должное внимание, а чемпионаты начнут спонсироваться. А пока нерушимый энтузиазм ребят вознаграждается лишь скромными призами. Сам этот баттл приурочен к тому, чтобы привлечь молодежь к здоровому образу жизни и показать ребятам то, что на самом деле и паркур, и воркаут это не так опасно, как это преподносят, как об этом говорят. То есть сегодня вы увидите то, что ребята уверены в каждом своем шаге. We'll be right back.